2024 год – последний год реализации национального проекта образования. Что достигнуто за этот период? Какие школы построены? Что было возведено? Давайте поговорим сегодня об этом в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Жанна Миникеева, начальник отдела Министерства образования и науки Республики Башкортостан. Жанна Ильевна, здравствуйте. Я вот сейчас говорю о том, что у нас реализуется проект образования 2024 год, уже это последний год, по сути, реализации этого проекта, а начал он реализовываться с 2019-го. Вот что сделано за этот период? Да, 2024 год – это действительно завершающий год этого цикла национального проекта образования. То есть завершается определенный цикл и достигнуты определенные результаты и задачи. Что сделано? Может быть, сначала поговорить, для кого это сделано. Конечно же, для детей, для педагогов, для преподавателей, ну и для общества в целом. Что нужно обществу? Государство должно детей учить, и учить общество, в котором мы живем, современными методами. Абсолютно верно. И поэтому национальный проект образования в первую очередь направлен был на то, чтобы улучшить материально-техническую базу всех образовательных организаций, которые существуют в этой сфере, а также помочь педагогу сориентироваться в новых средствах обучения, воспитания, в новых методах, то есть повысить их квалификацию. Предваряя, может быть, ваш вопрос, я хочу сказать, что вот, например, у нас в Республике Башкортостан почти 1300 школ существует на сегодняшний день и обучают более 500 тысяч детей. И это очень важно, чтобы эти дети приходили и видели новые современные средства обучения и воспитания, чтобы у них была возможность сделать беспрепятственно лабораторную работу по химии или физике, чтобы у них была возможность взять, например, скелет и изучить анатомию человека и так далее. Вот такие возможности более половине школ республики дало такое мероприятие, как создание центров образования «Точка роста», например. Или другой результат, другое достижение. Почти 700, то есть почти более половины школ Республики Башкортостан оснащены современными компьютерными средствами в рамках создания цифровой образовательной среды. И надо сказать, что в сложные годы ковида, когда вся страна была в режиме карантина, именно это оснащение помогло организовать дистанционное обучение для большинства ребятишек. Жанна Вильевна, вот вы говорите о том, что реализован проект «Точки роста». Расскажите о нем поподробнее. Вот в чем его смысл, в чем его изюминка, в чем его идея? В первые годы реализации нацпроекта идея была в том, чтобы в школы поставить такое оборудование, которое могло бы усовершенствовать такие учебные предметы, как основы безопасности жизнедеятельности, технология, естественно, научные предметы. И в школы стали поставляться комплекты именно по основам безопасности жизнедеятельности. Комплекты, с помощью которых ребята могли открыть медиацентры в своей школе, создать какие-то пространства для себя. Так было 2 года, и каждая школа, которая вошла в тот проект в те годы, получила оборудование примерно где-то на 2 миллиона рублей. После того, как было это все переосмыслено, концепция немножечко изменилась. И в школы стало закупаться оборудование в первую очередь на развитие, естественно, научных способностей, направлений и интересов ребенка, для того, чтобы все-таки ребята выбирали в будущем инженерные профессии. И сейчас мы закупаем для школ оборудование с очень интересными цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, по робототехнике. То есть вот в таком направлении, в инженерном движемся сейчас. Я знаю, что и вы уже сами говорили о том, что цифровому образованию уделяется очень большое внимание. Но я знаю, что еще есть такие проекты. Вот один из них – это IT-куб. Вот в чем он заключается, где он есть? Сейчас IT-кубы, по названию очень интересному, мы понимаем, что речь пойдет об информационных технологиях. Сейчас IT-кубы создаются на базе общеобразовательных организаций, то есть на базе школ и в городах. Есть у нас практика создания таких IT-кубов уже в Уфе, в Стерлитамаке. В этом году будет 2 IT-куба создано. Здесь смысл в том,
чтобы ребята получали дополнительное образование по информационным технологиям на высокотехнологичном оборудовании. Не на том, которое доступно им дома, допустим, или где-то у соседей, у друзей, или даже просто в школьном классе, а вот это должно быть высокотехнологичное оборудование и прямо в рамках школы. Ну, понятно, что IT-кубов у нас единицы, а ребят очень много, и школ очень много, поэтому есть такое условие для IT-кубов, чтобы они реализовывали свои программы через сетевое взаимодействие. Где-то в режиме онлайн, где-то, чтобы ребята из других школ приезжали и занимались на этом оборудовании. Но в первую очередь развитие навыков программирования, ну и вообще информационное развитие вот в таком направлении. Что подразумевается под высокотехнологичным оборудованием? Ну, если у него дома стоит такой компьютер, в бытовом отношении применяемый, то там будет стоять другой, более современный, компьютер с более высокими возможностями. Еще одна новинка, которая стала распространяться у нас в республике вот в рамках именно нацпроекта образования, это кванториумы. Расскажите о них. Да, кванториум — это тоже очень интересное дело. Кванториум — это чуточку шире, чем IT-куб. И сейчас кванториумы тоже создаются на базе городских школ. Квант, да, ключевое слово квант, то есть какой-то сгусточек, какой-то кусочек. И, как правило, если вы зайдете в наш уже действующий кванториум, так они называются, там лаба-квант или лаборатория квант. И вот каждый квант, каждая лаборатория, она объединена тематически. Допустим, лаборатория робототехники или лаборатория инжиниринга, или, может быть, лаборатория по программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами, лаборатория робототехники. То есть некими тематическими такими объединениями ребята уже приходят туда и занимаются, выбирая эти объединения по своему желанию. Вот мы с вами очень много говорим о том, что создаются точки роста, вот их очень много у нас в республике, что есть IT-куб, кванториумы, что модернизация, именно материальное обеспечение у школ сейчас, может быть, повысилось, улучшилось. А вот можно конкретные примеры привести вот для того, чтобы вот мы понимали, да, могли представить себе визуально, что поменялось, пусть это может быть в Куйргазинском районе, да, в Краснокамском, еще что-то вот именно интересно, именно вот такие конкретные детали. Я в качестве примера хочу привести одну из школ Давлекановского района. Там, получив оборудование в далеком 2019 году, как раз именно оборудование позволило создать некий медиацентр, который на сегодняшний день вырос в целую школьную киностудию. И эти ребята ездят и снимают уже по району сюжеты, выставляют их в интернет, то есть используют соцсети. И это уже настоящая профессиональная работа, когда ребята из просто роликов создают целые документальные фильмы. Вот это вот такой замечательный пример. И такой пример можно найти в любом районе нашей республики, где есть точки роста. Вот киностудия — это один из примеров. Другой пример. В одной из школ Краснокамского района в 19 или в 20 году, получив оборудование именно по основам безопасности жизнедеятельности, увлеченный педагог-организатор ОБЖ решил это дело не останавливать. Школа выиграла грант президента Российской Федерации, дополнила имеющееся уже в рамках точки роста оборудование, они купили и создали школу безопасности. Это школа безопасности, это дополнительное образование, учит ребят, как оказывать первую медицинскую помощь, как поступать вообще в любой чрезвычайной ситуации. И они применяют те средства, то оборудование, которое они получили и в рамках точки роста, и закупили на средства в рамках президентского гранта. И эта работа продолжается и идет. Жанна Вильевна, и вот интересный вопрос. Цифры вы озвучиваете замечательные, сами идеи прекрасны. Я сама, может быть, отчасти жалею, да, что я сейчас не в школе. Но вот мы прослеживаем результат реализации этих проектов. То есть, например, какой эффект дают точки роста, кванториумы, IT-кубы?
Да, конечно. Любой проект предполагает свои контрольные точки. Кстати, об одной контрольной точке хотелось упомянуть бы особенно, потому что это связано с повышением квалификации педагогов, которые работают в этих школах и реализуют эти программы. Педагогов в рамках проекта научили, не просто повысили им квалификацию, научив работать с тем оборудованием, которое они получили, да, но еще им дали примеры образовательных программ, которые они могут реализовывать. А по поводу оборудования, я очень хорошо помню 21 год, когда мы получили первые цифровые лаборатории. И действительно учитель не знал, как к этой лаборатории подойти, потому что там только какие-то датчики и проводки, а нужно было что-то куда-то подсоединить, чтобы на экране шли вот эти вот кривые, которые показывают изменение температуры воздуха, например, или температуры воды, выстраивались в графике и так далее. Поэтому каждый проект имеет свои контрольные точки. И эти контрольные точки связаны как с конкретным результатом детей, так и с результативностью деятельности педагогов. Мы тоже отчитываемся, все мы отчитываемся за что-нибудь когда-нибудь. И мы видим, что сейчас таких результатов, связанных с деятельностью детей, все больше и больше. Наши дети, которые занимаются в точках роста, в IT-кубах, в кванториумах, все чаще и чаще добиваются результатов на олимпиадах, на конкурсах всероссийского уровня. И нам это приятно, потому что это количество детей растет. Ну, если говорить о конкретных таких случаях, их действительно очень много. Если пригласите на программу, где мы будем об этом говорить, я с удовольствием вам назову и фамилии, и фотографии. Мы даже можем пригласить ребят и педагогов на такую передачу. Жанна Вильевна, и вот завершая наш разговор, мы начали его с того, что национальный проект образования реализуется вот последний год и завершающий. А что же дальше? А дальше, как в той пословице, король умер, да здравствует король, потому что национальный проект образования с 25 года, модернизированный, переосмысленный, вновь оформленный, начнет действовать. И не останутся без внимания ни детские сады, ни школы, ни колледжи, ни вузы и ни их прекрасные педагоги. Поэтому мы, наверное, с каким-то нетерпением ожидаем, как будет выглядеть нацпроект образования с 25 года. Но самое главное, что он будет обязательно, и это нас вдохновляет. Жанна Вильевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как реализуется проект национальный проект образования, потому что мы о нем очень много говорим, но вот именно всегда хочется получить обратную связь, какие результаты у этого проекта. И сегодня мы о них услышали, я думаю, что мы еще не один материал этому посвятим. Спасибо огромное. Спасибо. Напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.